юбилею Республиканской Конституции в Доме правительства открылась выставка детского рисунка. Работы посвящены разным статьям – о праве на бесплатное образование, свободу вероисповедания и охрану жизни. Экспозиция открывается второй раз, ранее ее уже показали в детской библиотеке имени Даби Мамсурова. Зрителям представили конкурсные работы, которые могли войти в изданную Конституцию для детей. Всего свыше 300 рисунков. Комиссия отобрала из них 32 лучших. Выставку открыл председатель Конституционного суда Северной Осетии Александр Цалиев. В завершении праздника школьники выпустили в небо шары цветов национального флага. По 20 белых, красных и желтых по количеству лет Конституции. Мы сразу концепцию такую выработали, что выбранные нами статьи, доступные, как нам кажется, по тексту для детей, были разосланы во все школы республики и в первую очередь в художественные школы, чтобы мы получили вот эти рисунки. Когда мы их получили спустя 2 месяца, потому что срок был обозначен и возраст был обозначен от 6 до 15 лет конкурсантам, мы получили такое количество рисунков и такие яркие, и по композиции разные. Второй корпус следственного изолятора во Владикавказе открылся после капитального ремонта. Здание не эксплуатировалось последние 10 лет. Теперь после ремонта в каждой камере есть санузел, видеонаблюдение, средства пожаротушения и вентиляция. Помимо этого установлены новые экономичные котлы для отопления. На работы было потрачено около 53 миллионов рублей средств федерального бюджета. В отремонтированных 34 камерных помещениях во время следствия будут содержать более 100 подозреваемых. Это позволит разгрузить соседний корпус, где сейчас находится свыше 300 человек. Сегодня, естественно, мы открываем не детский сад, бассейн, школу, но для жителей республики, я думаю, что тоже важно, в каких условиях работают сотрудники отдельные и содержатся. Сегодня мы открываем второй корпус следственного изолятора. Работы шли более 2 лет. Потратили мы много сил, энергии. Я думаю, что сегодня вы, когда зайдете, посмотрите сами, убедитесь, что работа проведена очень большая, плодотворная. Полуфинальные игры Северо-Осетинской лиги КВН выявили 4 сильнейших коллектива, которые поборются за звание самых смешных и находчивых. Из 6 команд путевку в финал заработали творческие коллективы с необычными названиями: Рулон Обоев, Моника Белуччи, Кадр и Соло. Качество юмора, подготовленность участников и их манеру поведения на сцене жюри судило по всей строгости. В состав жюри вошли заслуженные работники культуры и бывшие КВНщики. Добавим, финал состоится уже в декабре. У меня с детства любовь к сцене, и я появилась возможность поиграть в КВН. Не отказался, и вот со школьных времен вот до сих пор я играю. Многим кажется, что выйдя на сцену и пошутив, все, тебя все будут любить, тебя будут все знать, но чтобы выйти на эту сцену, мы делаем большой труд. Футбольная Алания в рамках очередного тура первенства страны принимала на своем стадионе Ставропольская «Динамо ГТС». Зрителей было не так много, время для рабочего дня неудобное, а болельщики еще не забыли скандал, развернувшийся в прошлой игре, когда им запретили проносить на стадион национальную атрибутику. В последних турах Алания преобразилась, и этот матч команда начала настолько активно, что лидер таблицы «Динамо ГТС» ошарашенно подсел к своим воротам. Хорошие моменты для взятия ворот были у Бураева, однако нападающий не смог ими воспользоваться. Пару раз подвело невезение, еще раз невнимательность арбитра. Гатикоев врывался в штрафную, но был снесен защитником «Динамо», однако пенальти не был назначен. Итог 0-0, хотя стоит заметить, что справедливым исходом матча могла стать победа Алании. Я думаю, как и в предыдущих играх, везения не хватило. Но я думаю, что налицо, что намного стали лучше играть, и сколько моментов было с лидером чемпионата. Зрелищная игра. В принципе, у Ставрополя как таковых моментов не было, один удар издали. А так, Аце не повезло, он еще забьет, я уверен. Российская сборная по дзюдо завоевала золото в командном турнире на чемпионате Европы, который завершился в Испании. В составе сборной выступила представительница клуба «Динамо» из Северной Осетии Алана Лазарова. Она же и принесла первую высшую награду. Для выхода в финал 22-летней спортсменке потребовалось обыграть основных претенденток из числа хозяек татами. В весовой категории до 48 килограммов она уверенно справилась с Нерией Сант-Мартас, а в финале нашей дзюдоистки хватило 2 минут, чтобы положить на ковер испанку Лорену Кастел. Алана Лазарова первая осетинка, получившая золото в Малаге. Я 4 года не могла на международной арене показать результаты. Для меня это очень большой шаг.
потому что я на протяжении 4 лет, можно сказать, готовилась. Именно морально даже больше к международным соревнованиям, потому что на российской арене у меня есть уже опыт. Я и первая была несколько раз, и второй была. А на Кубке Европы третий, 1 раз только была. На ледовой арене Владикавказа скрестили клюшки 5 команд со всего юга России, чтобы побороться за звание лучшей детской хоккейной команды страны. Первый день турнира команда хозяев льда Ариана С встречалась с краснодарской ЦСП-6. Владикавказцы в абсолютно равной игре с быстрыми комбинациями и силовой борьбой вырвали победу 7-3. Однако расслабляться нашим спортсменам пока рано. Впереди у ребят еще по 3 игры.